ударных комсомольских строек по стране было, конечно, великое множество. И ну, в соответствии с планами нашей партии, это КАМАЗ, БАМ, в нашей республике были ударные комсомольские стройки. Это Усинск, газопровод «Сияние Севера», ЛПК, Печорская ГРЭС. Это все ударные комсомольские стройки, которые были на территории нашей республики. Вот. И чтобы, так сказать, их реализовать, того трудового ресурса, который был в административно-территориальной единице, где проходило строительство, было недостаточно. И нужно было проводить мобилизацию. Ну а кого ты дернешь в мобилизацию? Те, кто уже женат, оседлый, у которых дети. Да, их, чтобы дернуть, конечно, часть их дергали, специалистов узких, да, но им же нужно жилье, благоустроенность и так далее. Все это подписывали комсомол. И организовывали ударные комсомольские стройки, которые приезжали туда, жили сначала в палатках, потом в балках, в вагончиках там различных. В Усинске, если взять, романтика и фантазия, два поселка из бочек, состоящие из балков и бочек. И они очень долго, они там десятки лет были, эти 20 лет -то точно были, пока не построили нормальное жилье. Вот. В таких условиях, которые для нормальных людей неприемлемы, под лозунгами даешь вот это там для Родины, молодежь с энтузиазмом туда шла. Я помню, в 1974 году заканчивал школу, как раз уходили на строительство БАМа там, с комсомольского съезда. С таким энтузиазмом все было. Я сам чуть туда не поехал. Будем говорить так, такой был напор агитационный, хотя куда было ехать в нашей республике. Газопровод «Сияние Севера» был ударной комсомольской стройкой. Усинск уже начался ударная комсомольская стройка, ЛПК, то есть 3 стройки в республике. Вот.